Добрый вечер, друзья! Мы на канале Якутия-24, я Петр Цепандин, и мы, как обычно, находимся в ресторане «Мусхая», гастростудии у нашего друга Семена Тарвахова. Семен, привет! И к нам сегодня в гости пришел Нюргун Петрович Степанов, главный врач Хангаласской центральной районной больницы. Нюргун, приветствую! Привет. Да, программа у нас такая, у нас кулинарное ток-шоу, мы приглашаем гостей и заставляем, скажем так, их что-нибудь готовить. Да. С чем ты к нам сегодня пришел? Ну, я собираюсь приготовить сегодня налима с овощами. Это как бы, не знаю, как по-настоящему называется это блюдо. Есть блюдо, называется шкара, да, но она готовится с мелкой рыбы, с тюльки, там, вот с мойвы, да. Она типа шкары, но это налим, обязательно с печенью со своей, вот, и с овощами, с морковью, с луком и с картошкой. Так, ну я так понял, это какое-то твое фирменное, я так блюдо, да, полагаю? Ну, Да. ты уже это делал. Можно сказать, что это неоднократно. фирменное, я его постоянно готовлю. Это блюдо. Хорошо, мы, походу, даже название придумаем. Да, Семен? Посмотрим. Так, что нам требуется? У нас вроде как бы все есть. Давайте, я предлагаю местами поменяться. Ты, как говорится, за рабочее место. Семен, давай тоже располагайся. Так, надо сразу картошку поставить вариться, ее нарезать, пожалуйста. И Ее порезать, тогда ее сразу... Петр, тогда ты займись морковью, да? И Так, луком. давай. Что нужно Морковь делать? шинковать умеешь, да? Ну, да. Вот ее напополам, потом... Давай, вот лучше это- я. Лучше Семена, да. Лучше А я Семена. картошку порежу мелко. Или Да. как, насколько Ну, мелко нет, порезать? слишком мелко не надо, Вот так? крупно, да, вот так. Вот так пойдет, Большими да? кусочками, да. А Хорошо. морковка у тебя как идет? Соломкой? Соломкой, да, соломкой. Лук полукольцами. Полукольцами. Морковки вот столько достаточно будет. Вот так. Пойдет, да? Так, Нюргун? и мне надо доску еще. Доску. Я буду налима резать. Ну и между делом немножко расскажи, пожалуйста, Нюргун, о себе. Откуда ты родом и все такое. Ну, я родился как бы в селе Ильгай Сунтарского улуса. Ага. Ну, там жил до 4 лет. Потом родители переехали в Якутск. Я с тех пор вот в Якутске живу. Школу закончил здесь, в Якутске тоже. Закончил медицинский институт нашего Якутского госуниверситета. Вот. Работал, учился, закончил клиническую ординатуру 2 года у профессора Иванова Алквиада Сидоровича. Потом поступил в аспирантуру сразу. Там 3 года учился в аспирантуре в очной. Защитил кандидатскую диссертацию. Работал в Национальном центре медицины, в сосудистой хирургии. Учился вот в институте Бакулева в Москве. Вот. Потом работал в Министерстве здравоохранения 5 лет главным хирургом. Вот. Потом в 2011 году переехал в Нерюнгри, там назначили главным врачом меня. Я 7 лет работал главным врачом Нерюнгринской центральной районной больницы. И вот в 2019 году я перевелся в Хангаласскую ЦРБ, вот, и работаю там главным врачом. Нюргун, а ты сам по себе рыбак? Да, можно Да? сказать так. Как рыбачишь обычно, когда? Как часто удается это делать? Ну, в основном во время отпуска, конечно, но в выходные тоже можно порыбачить. Сейчас там в Хангаласском улусе у нас есть этот остров Чайка, Да. и там у меня друг есть, Шергин Александр Иннокентьевич. Его называют королем Чайки, вот этого острова, который напротив Покровска. Да, я знаю. Он знает все места эти, где рыбачить. Все рыбные места. Да, да. И вот он ставит эти тычки. И вот Сильнее. поймал вот налима и угостил меня вот этим налимом. То есть, получается, у этой рыбы своя какая-то история даже есть. Обычно печень съедают отдельно, Да, морозит Да. и уже, как так говорится, как она да. вкуснее всего в налиме, да? Ну, вот мясо налима, оно, когда готовится со своей печенью, оно получается отдает нежное и сочное, потому что печень, она же жирная очень, ее Да. вот сок, жир пропитывает мясо, и мясо налима становится намного лучше, намного вкуснее. Поэтому, когда готовите налима, обязательно его с печенью надо готовить, не отдельно. А это что у тебя? Это молоки, Молоко. молоки, да. То есть самец, Это мальчик попался. мальчик.
Мальчик вкуснее, потому что у девочки сильно много икры бывает, и она все силы отдает потомству, видимо. Ну, да, правильно считается, зимой, когда рыба с икрой, она же Да, менее жирная. она худеет, Как да. правило, худеет, да. Ну, Разделкой налима вы занимались, да? Да, я сам разделывал его. Там самое сложное же, как понимаю, желчь вытащить. Нет, самое сложное это снять шкуру с него. Там вообще 3 вида есть метода разделки налима. Самый простой, первый, это его ошпариваешь кипятком прямо из чайника. И мочалкой вот этой проволочной, которой посуду моют, его шкуру обчищаешь, трешь, трешь и прямо. слизь вот эта вся Да. выходит, и шкура становится такая гладкая и съедобная. там же какая-то такая слизь специальная Да, вроде да, да. есть, но Вот. она природная. Второй способ это когда его замороженного прямо острым ножом, как строганину, шкуру очищаешь. Она тоже хорошо сходит. Ну и третий способ, которым я делал, это размораживаешь его около головы, вокруг циркулярный этот надрез делаешь. И плоскогубцами как... Хирургический термин, Да. по-моему, пошел какой-то. Циркулярный надрез, надо запомнить. Ага. И плоскогубцами, как чулок, снимаешь с него Да, шкуру. да, Вот я вчера так снял с него, отделил Ну, этот это филе. очень трудоемкая, по-моему, работа. Да, вот, очень достаточно силу надо иметь, и времени много уходит. Времени, умения и сил. Да. Картошку поставили уже, да? Картошку Молодцы. поставили, да. Сейчас я начну жарить тогда. Давай. Так, как тут включается? Вот так? Сюда. Ага. И тебе надо нажать, Да, да? сейчас. А вот получается, вот вы в медицине уже, получается, очень много лет, да? Да. А вот как вы вообще относитесь к питанию, так таковому? Ну, сначала от национальной кухни, как она вообще влияет, да? Как вы, ну, ваша профессиональная точка зрения. Ну, и заканчивая, например, тем же фастфудом. Ну, смотрите, я по первой специальности я гастроэнтеролог, хирург-гастроэнтеролог, да, так. работал в отделении хирургической гастроэнтерологии. Как раз И напрямую. диссертация у меня по хирургии желудка. Вот, да. И гастроэнтерологи, они как бы, как выражаются, да? Один гастроэнтеролог известный Григорьев такой был, да, сказал, что когда человек ест, это самое интимное общение человеческого организма с природой. Ну, потому что мы все время и кушаем. Нет, Да. нет. Ага. Не поэтому. Не поэтому? Не поэтому. Еще один этот блогер был, Слава Се такой. Слышали, может, да? Нет. Ага. Сантехник. Он написал, как-то мне понравилось, из чего состоит человек. Сантехник. Да. Он сам сантехник? Слава Се, да, он сантехник. ага. Он сантехник и написал. Он пишет книги, да. И написал книгу. Он в живом журнале, в ЖЖшке много писал, да. Ага. Раньше модно было, сейчас. Ну да, да, да. И вот он, из чего состоит человек? Человек состоит из еды и скандалов. И скандалов. Да. То есть из еды, то, что мы едим, это превращается же в нас. Ага, ну да, да. То есть вот мы нашу плоть. Да, вот мы сейчас приготовим налима, да, и белки налима пройдут переработку в человеческом организме, аминокислоты расщепятся до аминокислот и превратятся в белки наши, то есть в нашу кожу, дать там, мисочку? в наши эти клетки, в наши, да, вот, в наши волосы, ногти, там, то есть все. Ну, понятно, да, да, Да. да. Ага. То есть пища, вот она составная часть именно человека. Да. Из-за этого происходит вся вот философия. Можешь, А пожалуйста, передать? скандалы как Лук. связаны? А? Сколько тебе Скандалы надо? как связаны? Ну, скандал это то, что наполняет человека. Ага, ну то есть типа все болезни от нервов. Нет, ну, он имел в виду скандалы в таком понятии, что это мысли там и так далее, эмоции и так далее. Можешь мне, пожалуйста, подсказать, сколько тебе надо луку? Ну-ка, давай половину от этого. И лука. Так, уже надо ставить эту сковородку, включать. Семен, можешь включить? Вот эту большую? Да, да, да. Ага, здесь подобрели. Налить масло и тоже разогреть. Сейчас Сколько тебе тут масла надо? Немного, масло, да? где-то палец, чуть-чуть, не так много, там. Хватит? Еще чуть-чуть. Все, хорошо. Вот тебе лопатки есть. А вот я хочу вот задать вопрос, да? Насчет, как вообще
твое питание вот, ну, выглядит в день, рацион твой? Рацион, семейный рацион. Семейный рацион. Ну, Ты я как-то щепетильно относишься к еде, да? очень щепетильно, потому что, ну, я же вам рассказал про свою специальность, да, и про философию эту, да. Ну, вот, я как гастроэнтеролог очень щепетильно отношусь, конечно, к питанию, да. Потому что я, например, не хочу состоять из доширака, например, да, или фастфуда, да, какого-то. Я хочу состоять из жеребятины, вот из хорошей говядины, да, из хороших продуктов. Ну, натуральные, да. Из натуральных, да. Поэтому в еде я предпочитаю такие, как бы, натуральные местные продукты. Давай, нет, ну, давай еще сбоку, может, поджаришь там. Нет, Да это нет, большие- наша цель их не приготовить, а запечатать. Ну вот если запечатать, вот как раз и рекомендуется по бочкам тоже. Сюда ты лук хочешь добавить? Надо жарить морковку с луком. Да, Сначала лук или морковь? Сначала лук. Сначала лук. Подожди-ка, стоп. Сразу сюда надо это. Все остальное? А это туда. Да. Да. А, чтобы уже отдать вкус? Положи сюда, пожалуйста. Да, понял. Хорошо. Так, ну, Давай я немного все-таки посолю еще. Юргон, ну, вопрос, который наверняка многих интересует, да, ну, конечно, опять же таки, может быть, не к столу, да, но вот, видите, наш год, вот этот последний, прошел по, ну, таком, скажем так, очень странным образом, пандемия, да? Что ты вообще как профессионал думаешь об этом? Ну, смотрите, вот, наверное, меня станут ругать, да? Тоже. То, что не то ляпнул, да? Возможно, но это будет твое мнение. Никто из вот, народа, вот вы, да, вы просто не видели мимо, вот эта пандемия, она, я считаю, прошла мимо вас, мимо простого населения. Само собой. Это первое, да. Второе, никто не понял, наверное, поняли только медики, что система здравоохранения-то на грани была. Ну, могла там где-то скос дать. Мы прошли вообще по лезвию бритвы на последних, скажем, резервах, да, и как работали в это время медики, да, это просто было это, это очень драматично было. Вот. В каких условиях Это приходилось? везде, да, в каких условиях приходилось работать. Эта ситуация очень драматическая была. Например, вот летом прошлого года у меня хирурги в Хангалской ЦРБ, вот в Покровске, да, были в контакте с больным, и их пришлось изолировать. Ушли на карантин, и когда начали вот болеть медики, вот, они все равно заболевали. Конечно. Несмотря на все предосторожности. Вирус, он оказался крайне такой контагиозный, да, и вирулентный, да, то, что даже вот эти все меры там безопасности, они, Ограничения всевозможные, да? они не сильно помогали. Ну, а ты сам что думаешь вот про, именно вот про коронавирусные ограничения? Правильно ли они были использованы? Ну, или какое-то такое мнение? Ну, вот ограничения, они были абсолютно верные. Я вот всегда, вот, я же член оперативного штаба района, вот, и когда глава района собирал нас в штабе, да, у меня спрашивают, вот мы такие ограничительные меры хотим ввести, вот такие, да. Я всегда говорил, там тогда Федор Михайлович Борисов был, его, Федор Михайлович говорит, я двумя руками за, и все медики двумя руками за любые, за максимальные ограничения. Только лишь бы ограничить поток больных. Потому что у нас перестало хватать коек, да, у нас работало 70 коек ковидных в маленькой центральной районной больнице. Все силы были брошены на ковид. Сейчас у нас осталось 7 коек. Мы на 7 койках сейчас справляемся. А было 70. Ну, то есть, насколько вот так, и да? этих 70 народ не успевал туда попадать. Это, то есть очередь даже целая была. Потом
Конечно, очень большую роль сыграли эти все-таки коммуникации, такие вот именно интернет там и так далее, да? Потому что народ из крайности в крайность начал бросаться, да? Да. Сначала все отвергали этот ковид, да? Да. Ну, так, было- ну, скажем так, разделились Да. на два лагеря. Другие вообще отрицали, Были, другие очень сильно боялись. были ковид-диссиденты, да? Да. Потом начали понимать, начали болеть, когда начали умирать уже там знакомые, там все это, серьезно, да. уже начали сами проситься в стационар. А до этого не хотели. Сейчас такая ситуация с вакцинацией, да? Вакцина. Да, вот и про это хотел спросить. Распространили эти слухи, что вакцина там якобы вредная, якобы от нее умирают. Бесплодие Да. чуть ли не, но для всех. Никто не хочет вакцинироваться. Вакцина чуть ли не силком приходилось убеждать, да? А сейчас пошел дефицит вакцины. Вакцины сейчас нет. Наоборот. Нигде нету. И целая очередь на вакцинацию, пожалуйста. Это вот именно вот такой из крайности в крайность, вот это оно очень мешает. Надо принять внимание, что ситуация очень сильно нестандартная. Да. Такого же, мне кажется, в новейшей истории человечества даже не было. Чтобы настолько масштабная по всему миру, чтобы везде и везде. Лук, морковь тебе Да, как? да. Тоже Уже- закладываем уже или что подержать? Закладываем. Закладываем. Вот так, переложить, пожалуйста. Как, ты сюда воды или что? Не-не-не. Лаврового лист Это сверху можешь? Лаврушку, да. Давай вот лавровку. Ты посолил, да? Лаврушка. Немного я посолил предварительно, потом в конце попробую. Ага. Хорошо. Лучше уж не досолить, чем Ну да, пересол. да. Иван, а какое твое любимое блюдо? Ой, Есть такое? сложно сказать. Ну, я вообще люблю такие, скажем, блюда натуральные, да. Например, потроха вот щуки. Потрошка. Свежие пожарить на сковородочке. С печенью, там это желудок вычищаешь, кишку, Да. рубишь ее, с луком жаришь и с картошкой и вообще. Там еще жир бывает внутренной, это чуть-чуть. Внутренний, да? Вот мы на рыбалку выезжаем, у меня всегда план такой. Я вот еду на рыбалку не только из-за того, чтобы там рыбу поймать, там, да, мы же отдыхаем, да? Да. И я, как правило, в компании повар на рыбалке, да, главный повар. И у меня всегда план 4 вот таких хороших блюда, которые я умею Для готовить. друзей. Да, То есть это вообще прямо душа лежит, получается. да. Клево. Первое это уха из щуки. Я ее готовлю по особому способу. Из голов щуки, из мяса щуки, да? Ну, то есть двойная, тройная, да, получается? Нет, она не... Ну, двойную иногда делаю, там, окуней отвариваешь, потом собакам выбрасываешь их, и в этом бульоне это варишь, да? Я в уху добавляю помидоры, вот, овощи. Поджарка из лука, перца сладкого, да, и помидоры рубленые. Вот овощная уха у меня получается с картошкой, вот немножко риса, вот, и очень вкусная вот эта уха, да. Это первое. Второе блюдо это потроха. Той же да. щучьи, да. Да. Ага. И третье блюдо это пятиминутка из ленка. Пятиминутка, ну, ленок ловится Так, С него- а это летом или зимой? летом. Летом. С него снимается филе, рубится с луком, перцем, заправляется и растительным маслом, да. Ага. Вот это третье блюдо. Вот и четвертое блюдо это жареная щука. Жареная щука. Да, жареная щука. Это уже все. А ее отставить, да, наверное? Ага, да. Ну, я переложу ее. Своеобразный рейтинг от Дюргуна Степанова. Вот. И я пока вот этот план не выполню, 4 блюда, да, для меня рыбалка как бы она... Не состоялась. Да. А бывает, что на рыбалку поехали, не оплодились? Ну, приходится готовить то, что есть, Тушенку? тушенку, да. Мы однажды поехали на рыбалку, тоже интересный случай, на сплав по Амги. Вот с верхней Амги этот, забросились там, и на катамаране 5 человек спустились до Анеса. До Анеса. 8 дней. И у нас там друзья были с Москвы. Один с Ржева, второй с Москвы, да. Им дали задание перед этим, как они приехали, чтобы они разработали меню нашего похода. Ну, то И есть, там вот Сережа Бураков такой есть друг, да. Он прямо в таблице Excel сделал нам меню на все 8 дней, на 5 человек. Ничего себе. Там у него было Райдер да, прямо. завтрак, полдник, да. Там все по граммовке расписано. Внизу в Excel подбито, сколько килограмм там этого. И у него там была завтрак, каша рисовая, там, да.
каша манная, там разные виды каш, там, да, вот эта картошка, там, тушенка, все это, все было распределено. Мы с этого Excel взяли, в магазине все купили. По граммовке прямо да, вот так. по граммовке, Список да. составили, меню. И начали сплавляться, да. И шли по этому меню, открываем день первый, там, Excel таблица. у нас вот Ага, это. так, вот это меню есть, и готовим согласно нему. Продукты все есть, и начинаем готовить, да. Ну, потом, значит, я поймал первую рыбу, поймал Линка. тайменя. Тайменя поймал? Да, сразу, на 10 килограммов. Какой год был, интересно, это? Это был Давно, наверное, было. да? 2015, наверное, год. Ничего себе, там таймени водятся такие Вот, еще. да. Ага. И мы его приготовили, и меню сломалось полностью. Мы эти листы все отставили, потому что начали ловить рыбу, и я начал Да-да-да. готовить. Ага. Ленок пошел, там щука, Да-да. разнообразная рыба, окуни, да. Вот. Потом эти утята были у нас. Там уху приготовил на утином бульоне. Ну, говорят, Утку уха из петуха. отвариваешь, Да. и в этом бульоне это рыбу, да, тоже обалденная как бы Да, уха слушай. получается. Вот и меню это сломалось, и мы все эти продукты почти привезли обратно. Ну, большую часть в домиках ночевали там. Там есть, кстати, такие гостеприимные домики, которые Да, сами я знаю. приглашают это. Я знаю, ага. Там даже памятка такая, типа, убирайтесь, пожалуйста, ничего не... Мы, наоборот, там консервы, все, макароны, все, там, все оставили там. Но тем не менее, все-таки редко когда вот так очень четко все так по граммам аж. Семен, бы, Да, ты вот, так бы сделал вот. бы? Не, ну я, бы, конечно, бы как бы рассматривал бы такое меню, но и зная, что мы все равно бы... Надо день-два- минимальный огонь поставить. Ага, день-два бы у нас бы ушел бы, конечно, по меню, но остальное мы бы, конечно, мы ели бы то, что мы ели. Сейчас мы закладываем налимчик. Рыбу уже в бульон, да? Ну вот сюда вот на дно надо стараться ложить, да? Чтобы вот это все пропитывалось. Вот это молоки, печень развалились, они это все верно. Вот этот жир, видишь, желтый? Это печень. У нас все правильно идет? Все верно идет, да. Все верно. Закладку сделали. Сейчас в этом соке будет все тушиться у нас. И закрываем крышкой на минимальном огне. Сколько времени нам нужно, Сейчас надо минут 20 где-то. чтобы она подшилась? Да. Так, Готовится. Ну, вообще хирурги все готовят, я А. скажу секрет, да? Потому Нет, что учеба хирурга начинается с кухни. Когда вот я начинал работать в 97 году в городской хирургии, в городской больнице, и там у хирургов такая дедовщина есть. Вот, дежуришь, Иерархия. и самый младший, неопытный, да, назначается ответственным по ужину. И Альберт Иванович такой есть, Васильев, он сейчас директор клинического центра, говорит, вот, научишься хорошо готовить, мы тебя допустим к операционному столу. Допустим. Да. Даже так. Да. Так наоборот не надо же хорошо Да. готовить. А так, пока ты не умеешь готовить, ты в приемном покое бегаешь. Поэтому хирурги все умеют готовить. Ну и, как говорится, как и заниматься. профессионалы, наверное, все и разделывать, и все где, что резать, как. Да, вот. да, да. Циркулярные распиливания, все такие термины уже оттуда. Не, ну здесь тоже как бы интересный вопрос, да. Вот московские коллеги, вот многие наши, да, с Запада приезжают, и они очень якутскую хирургию любят. Вот мы с ними много общались. Вот Ян Геннадьевич Моисюк, например, да, человек, который первую трансплантацию почки, печени сделал нашим пациентам, да, и он нас учил оперировать, да. Вот он нас очень любил тоже. Вот Альберт Иванович, вот, золотые руки, всегда вот такие прямо такие были восхваляющие такие термины. Я так думал, почему это так именно. Оказывается, на Западе очень мало таких рукастых именно врачей-хирургов. А у якутов у нас, мы же карася вот как желчь удаляем, да? Это же операции. Да, тоже. Это холецистектомия называется. Холецистемия. Холецистектомия. Эктомия, да. Удаление желчного пузыря, да? То есть это в нас как бы в крови вот это.
Вот разделка вот зайчика того же самого, утку рыба, то же да, самое, да. это птица, да, Правильно все да, там по сделать. суставчикам Да, вот да, это да, да. разобрать, да. Пройти, но... Вот это все как-то, мне кажется, предрасполагает к занятию именно хирургией. Поэтому у якутов, я считаю, в нашей нации как бы много таких талантливых хирургов рукастых. Ну, то есть какой-то в ДНК сидит, можно сказать. Возможно. Якуты да. же все охотники. Вот как раз вопрос, да? Вот тебе больше охота, рыбалка? Не, больше рыбалка, конечно. Больше рыбалка? Да. Я вообще вот рыбу даже вот когда разделываю, я уже начинаю получать удовольствие. Хотя многие не любят, когда от рук там рыбой пахнет. Чистить Да? особенно, да, видеть. А я выезжаю на рыбалку, начинаю разделывать, у меня аж это, когда руки пахнут рыбой, у меня вот все, я на рыбалке. Все отлично. Надо Нюргун с тобой поближе еще подружиться и в следующий раз напроситься с тобой на рыбалку. Я тоже очень люблю рыбачить сам по себе, да? Но как ты вот с обаянием рассказывать о том, что я готовить, ну, скорее нет, чем да. Вот Семен тоже у нас 9 лет человек учился и готовит. Вот рыбу, готовка рыбы тоже как бы любимое занятие, одно из таких любимых, да. Я рыбу тоже по-своему разделываю, по хребту, вот эту белорыбицу, Сверху заходишь. сверху, да. Да, да, да. И получается, что голова, хребет и хвост отходят вместе с внутренностями отдельно. Но я этим не ограничиваюсь, я убираю еще ребра. То есть ты филе вот так именно оставляешь? чтобы вот так? Ребра, да. Ага. И еще хирургическим пинцетом есть два вида пинцетов. Есть анатомический, он без зубчиков, а хирургический, он на кончике имеет такие зубчики. Такие, тык-тык-тык. Вот эти мелкие кости из рыбы все выщипываю Ну, полностью. чтобы для удобнее было есть. полностью. И в таком виде засаливаю, например, вчера там омуля, да. Потом, когда ты кушаешь, ты просто ножом снимаешь со шкурки, Да. и рыба вообще абсолютно без костей. Да. Да, 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 там То у меня маленькие дети, они спокойно едят, не боишься, что подавятся там. Какой-то фирменный, может, рецепт у тебя есть соления. Я вот тоже много где рыбачу, да, но пытаюсь солить. Сам дома солю иногда, да. Ну, иногда получается, иногда нет. Ну, солить это достаточно просто, но соль использую всегда кимпедяйскую, потому что она вкусная. Соль, как бы, И крупная. она содержит не только вот натрий хлор, вот как химическую вот эту формулу, да, она еще там какие-то микроэлементы, магний там в небольших количествах, вот эти микроэлементы в ней содержатся, поэтому она очень вкусная. Ну, вот это, эта получается, соль. все способствует. Да. И когда рыбу солишь, вот ты разделываешь ее, вот как я говорил, получается такой пласт. Да. Ты вот насыпаешь на поднос эту компеньяйскую соль и вот прямо мясом вниз опускаешь. И вот Мясом вниз. Да, сколько прилипло вот этой соли к ней, и ты больше ты ее заворачиваешь и в тряпочку. Больше не надо. Тряпочка некоторые там То есть веревкой сколько затягивают, там, крупинок да. соли к ней пристало, столько и должно остаться. Тогда не будет ни пересола, ничего. А, И она стоит, уже через сутки ее можно есть. ну да. Я вечером солю, утром начинаю уже кушать. Как говорится, ну, даже можно же 5 минут уже даже Ну, кушать. вот такой вот рецепт, да. А вообще, вот, как ты вот порекомендовал бы, да? Именно по национальной кухне, чем лучше не злоупотреблять? Чем лучше из национальной кухни. Да, вот именно из национальной кухни. Вот, например, что ты, ну, получается, ты, наверное, любишь какие-то именно блюда национальные, но вот именно чем лучше не злоупотреблять? Можешь дать совет? Которые к ПП вроде как не относятся, да? Ну, мучные блюда, оладьями, наверное, не надо злоупотреблять. А все остальное вполне так. Это, Керчах. Кёрчах тоже. Вообще, якуты же, они, такой академик Покровский был, Анатолий Владимирович, да, сосудистый хирург №1 в России, да. Вот он всегда говорил, северные народы не болеют атеросклерозом. Атеросклероза. То есть у них не образуется вот этих бляшек холестерина. Ну, сосуды чистые. Сосуды чистые. Хотя они едят жирное мясо, рыбу, да, Говядины очень много. да, сливочное масло в огромных количествах. Да. Раньше это, даже соревнования же есть по выпиванию Да, этого, да, я знаю, масла, ага. да. Ага. А это же все как бы по теории Аничкова, это источник холестерина же вроде бы. вроде. Но нету, сосуды чистые, да. Ну вот в последнее время северные народы начали болеть, потому что изменился характер питания. Очень много появилось такого сладкого, именно глюкозы, сахар, вот эти мука, это же тоже, это полисахариды же. Они расщепляются и превращаются в обычный сахар. У человека глюкоза в крови поднимается, да. Вот сел оладьи, да, да. У тебя сахар точно поднимется, да.
в крови. И этого стало слишком много. У меня вот дедушка рассказывал, что у них хлеб ели только по праздникам. Как праздничное блюдо было Ну, хлеб. собственно, его и не было почти. Да. Основная еда у них вот мясо, кисломолочные вот эти, сорок там, допустим, да. И раздельное питание. Да. А вот такого мучного было очень мало. Поэтому все это вот диета сломалась, и это стало отражаться на здоровье, конечно, северных народов. Сейчас атеросклероза очень много. Много. Потому что и курить начали много, да. Курение тоже очень вредно для сосудов. Да. Всё. У академика Бакирии как-то спросили. Лео Бакирия. Лео Бакирия, Ага. да, который директором вот этого Бакулевского центра был. У него тоже интервью брали по питанию. Он же как бы авторитет такой, да, большой. Он говорил, что завтрак это очень вредно. Наоборот. Не верьте диетологам, которые говорят, что надо хорошо завтракать. Вот там дробное питание, говорят, кушайте 5-6 раз в день, да. Да, зато помалу, это типа. все как бы очень относительно. У каждого свой режим, наверное, питания. В больницах мы кормим 4 раза в день. По стандарту. По стандарту, да. У нас 7-дневка меню, диета по Певзнеру, там 15 видов столов, да. Кстати, мы с этого года покупаем для нашей кухни больничной полностью натуральные продукты, все местного производства. Вот. Раньше по аукционам цену очень сбивали сильно эти китайские овощи, говядина, например, привозная, да. Бурятская, наверное. А мы сейчас Наваристая. перешли же на автономное учреждение. Вот я когда заступил на свою должность, сразу мы перевели больницу из государственного бюджетного учреждения в государственное автономное учреждение. Да? Это дало возможность работать по 223 федеральному закону. Не по 44 ФЗ, да? А по 223. Например, мы разовые закупки до 600 тысяч можем делать. Не до 100 тысяч, а до Как 600. раньше было, да. да. То есть там больше маневра получается, и поэтому у нас появилась возможность покупать мясные продукты без аукционов. То есть мы с предпринимателями договариваемся и закупаем. Слушай, готовые. я вспомнил одну такую вещь. В Якутске же есть метод лечения национальной медицины. Вот мой учитель Алквиад Сидорович рассказывал про шамана Никона и говорил, что он реально вот это помогал людям. Вот я когда работал в Нирингре, там Савей был, Савей, в Нирингре, да, тоже очень мощный этот шаман, реально. Он пересаживал сердце оленя больному человеку, и эти люди до сих пор живут. У них были инфаркты, допустим, он берет вот этот обряд, проводит камлание, да, и сердце молодого оленя пересаживает этому человеку. Очуметь. Его, говорят, даже в Москву увозили, там очень высоких Изучали, да? людей лечил он. Не изучали, а ну, в именно смысле, лечили, да. Чтобы он помогал людям. Да. Поэтому это действительно, мы же многого не знаем. Да. Допустим, вот человеческий организм, он вообще, как я считаю, это космос. Вот мы, наука всего лишь вот немножко знает там вот на клеточном уровне то, что происходит, да, а вот такие тонкости, как гормональные вот эти, иммунология, да, эта наука, каждый день делаются открытия, да. Сейчас, например, генетика широко прогрессирует, да. В генетике каждый день совершается открытие, каждый день. И это, мне кажется, бесконечно. Мы многого не знаем, поэтому так однозначно рассуждать об этом это сложно. Как общество отнесется, а Да. клонированию как? Ну, К пересадке органов. клонирование человека. Человека, Ну, да. пересадкой органов, трансплантологией мы занимались Ага. в Национальном центре медицины. Мы пересадку вот родственной почки делали. Вот я участвовал с Альбертом Ивановичем, вот, с моим наставником, да. Мы довольно много операций сделали, но это, конечно, очень так позитивно. Целое вот очень многие не верили, что якуты начнут своим родственникам отдавать органы. Ну что, типа... Да. Но потом это дело пошло, наоборот, оказывается, наш народ способен к этому, что Брат брату отдал, да, допустим, да? ну, родители своим детям Да, отдают, там, да. братья, там, сестры, родные друг другу передают эти органы, да, и они это делают искренне, без всяких условий, там,
Поэтому у нас это дело пошло и начала развиваться трансплантология. Да. Вот, когда я работал, вообще на Дальнем Востоке никто не пересаживал органы, кроме Якутии. И в 2019 году, когда я работал в Минздраве, мы организовали коллегию по трансплантологии, по пересадке органов. И приехал директор Института трансплантологии Готье Сергей Владимирович Готье. Да. Он провели коллегию, тут и очень много там очень много участников было с Сибири, вот, с центральных районов. Трансплантология это вообще очень положительно, конечно. Ну, мы же вот хирурги хирургия это как ремесло тоже. Вот почка, пересадка почки, очень первые вот эти операции, конечно, как чудо воспринималось. Вот пришиваешь почку, и когда ты снимаешь зажимы, которые держат этот артерию, пускаешь кровоток, почка, она отмытая почка, ее уже отмывают перед тем, как пересадить, специальным раствором, кустодиолом, да, она становится белая, вот как лук. И это, когда ты запускаешь кровь, она моментально набухает, во-первых, и становится такая багровая, ну как почка, и начинает пульсировать сама почка. Работать начинает. Рукой проверяешь пульсации почки, и тут же появляется моча вот из мочеточника. Почка начинает писать. Это вообще как чудо. Это совершенно вот первые операции, конечно, очень такое эмоционально на подъеме у нас проходили. Ну что ж, по-моему, надо вытаскивать. Да, вытаскиваем. Да. И, Соль, перец, все уже да, проверили? нормально уже стало. Картошку выкладываем сначала. В центр. Да. Картошку, да, туда на дно можно. Ну, слоем таким. Да. Нам нужно это все так красиво сделать, на камеру покажем, да? Зелень пора рубить уже. Да, Зелень, пора зелень. рубить. Давай я порублю. Много надо зелени? Нет, немного. Чисто присыпать. Для красоты. Это Для рыбы. да, вот. Мы сейчас ее как-то подвинем. Миргун, машину водишь? На чем ездишь? Да, вожу. Ага. У меня личная машина, как у любого, наверное, охотника, рыбака, УАЗик. УАЗик. Да. Специально это УАЗ-3909, это подготовленная. УАЗ-охотник. Ну, она... УАЗик, он такая машина, Сама по себе она уже готова. в состоянии перманентного ремонта Да. находится. К сожалению, так. Потому что после каждой поездки приходится его шаманить, да? Что-то делать. Ну, то есть, получается, ты не только готовить, а еще руками можешь все это. Ну, на коленке. Стараюсь, да. Недавно электроусилитель руля поставил. Гидрач. Нет, Электроусилитель? Да, от Toyota. И сейчас одним пальцем можно руль крутить вообще. На колеях не бьет, да? На колеях не бьет, да. Поэтому он такой. Все в плане у меня дальше его совершенствовать. Там спальные места оборудовать внутри. То есть уже на дальние поездки такие, да? На долгие. на- Готовить машину. На дальники. Потому что я вот, у меня еще моторная лодка есть. Я На лето. в УАЗике ее перевожу. Надувная. У меня водомет, да. Я Ага. на Ботому езжу, на водомете, на рыбалку. И вот в УАЗик лодку эту загружаешь и едешь. Поехал. Вот. Поэтому из УАЗика полностью выносишь изнутри это сиденье. Потом на зиму обратно их ставишь и так далее. Вот он с друзьями, которые ездят, они мне помогают его ремонтировать, оплачивают запчасти там, иногда, да. Ну, потому что сами тоже ездят. Ну, Они, то есть, как бы все это общая машина. чуть ли да, не, да? они не хотят это ремонтировать в тайге, да. Ага. Поэтому, Заниматься этим. да. То есть, получается, ты действительно на все руки мастер. Ну, я бы не сказал, что я такой великий, конечно, мастер этого. Ну, и, по крайней мере, если ты занимаешься и уверенно ездишь на УАЗике, я сколько не охочу, не рыбачу, да я все время тоже с друзьями езжу. Потому что я побаиваюсь машину большую покупать, подготовленную, да, потому что если я куда-то уеду, я чисто шофер. Где-то я там замерзну, сдохну, скорее всего. Ну, Если не дай бог вообще что. вот ремонтировать машину тоже сродни хирургии же. это. Да, я же говорю, это должны руки как-то так особым образом расти. Склад ума. Да, склад ума, Вот, да, знать, что, из чего. Очень много девушек-хирургов, да, хотят идти в хирурги, девушки, да, медики. Я как-то
преподавал когда-то, когда учился в ординатуре, у студентов, да, и у девушки спрашиваю, вот ты знаешь, как поменять ступичный подшипник на «Жигулях»? Ага. Она говорит, нет. Я говорю, как ты хирургом хочешь работать? Тогда да. Ты должна вот как-то трехмерное мышление в голове должно быть. Да. Ну, то есть, Суметь разобрать там все, найти сломанную деталь, да, поменять ее. Это хирургия почти то же самое, да. то есть быстренько диагноз поставить Да. и решить. Ну что ж, все мы о болезнях, да о болезнях. Да. Давайте, мне кажется, надо пробовать. Я правильно порезал? Или Да, да. на этот раз? Мне кажется, соли мало будет. А мы сейчас можем это исправить тем, что мы можем это прям крупной солью сделать. Ну, я налима мариновал, именно солил. Это нормально должно быть. Берите ложки. Так, все. Сейчас надо кусочек налима. И там найдите печень, если осталась, она... Вот, Вот, ага, это Макса. Макса, ну печень же. А это молоко мне попалось. Само то. Да. Получилось. Вот. Вкус овощей, да? Да. Все вместе. У нас обычно Семен вердикт выносит, как профессионал. Что скажешь, Семен? Отличное блюдо. Мне кажется, легкая, так как отлично то, что рыба, да, полезная. Ну, если шеф-повар сказал нормально, значит, это хорошо, да, мне значит, нравится. получилось. Можно похвалить, да, как говорится. Я думаю, это может быть спокойно быть блюдом, ну, главным блюдом, например, застолья. Да. Причем его много, да? Да. Ну вот мы в компании 5 человек наедаемся вот, Вот эти. с пол налима, да. Отлично. Мне И нравится. причем- По и вкусу причем- очень хорошо. И причем очень быстро получилось. Достаточно Где-то, быстро, да, да. достаточно быстро. Мы где-то за час уже практически успели Ну, не считая разделки рыбы, конечно. разделки рыбы, да. Ну, то есть ингредиенты Ну, мы готовы. делали это потихоньку, спокойно. Не а если, спеша. конечно, Ну. спешить, тогда гораздо можно меньше времени потратить. Не, ну, очень отлично. Ну что ж, Ниргун, мне кажется, нам надо уже прощаться. Спасибо тебе большое за содержательную работу. И главное, я хочу тебе сказать, ну как бы не банально это не звучало, да, так как ты врач, так как ты действительно был на передней границе борьбы с этой очень плохой болезнью, да, тебе большое человеческое спасибо. Действительно, ваш труд врачей это переоценить вообще ну, невозможно и даже невозможно даже ничего сказать, чтобы ну, как-то выразить наши чувства. Да? То, что ты сказал, я так думаю, большинство людей даже не поняли, что это такое. Потому что, видите, вы изначально были на передней границе и знали, что болезнь это не просто так. Так что будем надеяться и молиться Богу, что эта вся злосчастная болезнь нас пройдет, пандемия вроде как бы закончится, мы перейдем к обычной нормальной жизни. И еще раз спасибо тебе большое. Да, за Спасибо очень вам. содержательную Спасибо беседу тебе. и согласился С быть прекрасной нашим... рыбой пришел. Да, с прекрасной Вообще. рыбой, все так обстоятельно все приготовил, рассказал. Молодец, спасибо тебе большое. Ну что ж, дорогие друзья, как обычно мы все время говорим, эфирное время у нас не резиновое. К сожалению, мы на этом заканчиваем. Спасибо нашему гостю за то, что пришел, так обстоятельно все рассказал. И самое главное, за очень вкусное блюдо. Так что давай еще раз руку пожать. Спасибо. Ну и встретимся на канале Якутия-24. Программа «Просто вкусно». А мы продолжаем кушать.